Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем хотят сказать вам высшие силы, о чем хотят предупредить именно сегодня, именно сейчас, когда вы увидели это видео. Пусть высшие силы говорят, а мы с вами послушаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Показывают, что вам как ждать недолго. Осталось ждать недолго. Вы чего-то ждете, либо вы на что-то надеетесь, а может быть человека какого-то ждете, либо ждете каких-то новостей, либо как разрешится ситуация. Показано, что ждать уже недолго. Совсем близко события от вас. И также показывает, чтобы вы про плохое не думали и себя ни в чем не винили. Все, что вы могли со своей стороны, вы все сделали и сделали абсолютно правильно. И ждать уже недолго. Вот кто переживал очень сильно, либо кому плохенько было, ждать уже недолго. Развязка близко, и событие, вот, которое произойдет, оно даже как-то ярче проиграется, чем вы, например, мечтали, либо надеялись. То есть все случится, все получится, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Ждать уже недолго. Дальше вас предупреждают о какой-то мстительной невропатке. Да, женщина такая истеричка, нервная. У нее постоянно меняется настроение, и у нее как бы много общения, но друзей нет. И как семьи как таковой нет. Даже если у нее есть дети, то там как бы не сильно они часто общаются, и каждый живет своей жизнью. Эта женщина, она очень обидчивая, очень мстительная. Эта женщина на вас за что-то обиделась и может как-то, вот, знаете, про вас сплетни пустить, либо может вас даже подставить, может даже от себя отвести, на вас навести. От этой женщины вы не ждете. Почему? Потому что она вас убедила, что она к вам очень хорошо относится, да? Но есть какая-то обида, и эта обида, она из зависти пошла. То есть она в какой-то момент вам очень сильно позавидовала. Либо в разговоре вы что-то такое про себя сказали, она такая: о, блин, а у меня такого нет, либо я так не могу, либо еще что-то, да? Просят вас не обращать на нее внимания, выяснять отношения это не поможет, а наоборот даже как-то, знаете, будет раздувание скандала. Поэтому лучше сделать вид, что ничего не произошло, вы ничего не заметили, и как бы мимо, что это все прошло. Так ей будет обидней, и так она еще как в дураках останется, да, потому что люди будут говорить: ну что ж ты же нам всем тут рассказывала, да, а ничего не произошло. Никто на это внимания не обратил. Мужчина и женщина одинаково. У нее явно проблемы с нервной системой, может еще и гормональные проблемы. Сама не понимает, что делает, сама себе не рада, но вот на людей прям, знаете, кидается, да, завистливая очень сильно. Ну и жизнь у нее какая-то непутевая, прям совсем непутевая, как неприкаянная какая-то. И могла бы жить нормально, и могла бы там зарабатывать, отношения построить. Но нет, вечно ее тянет на какие-то приключения, либо она такая: работать не хочу, подавайте мне все и сразу. Завистливая, все-таки завистливая, да. Может, вы с ней что-то обсуждали, да, какими-то подробностями поделились, и она такая: во, я против него, либо против нее использую. Просто делайте вид, что ничего не случилось. Дальше. По поводу денег. Деньги. Я так понимаю, что деньги – это проблемная зона в вашей жизни, да, финансовые возможности. Смотрите, показывают дерево, и на этом дереве, видите, такие как эти почки, наверное, раскрываются, да, листики будут. Очень верный знак. Вот если мы рассматриваем в разрезе семьи, то в семью придут деньги, либо у семьи улучшается финансовое благосостояние. Опять же, возможно, благодаря вам, потому что события с правой стороны. Возможно, благодаря
кому-то из членов семьи, да, ваших дорогих, родных, любимых людей. Но листики начинают раскрываться. То есть дальше будет больше, дальше будет легче. Это не значит, что в один день вот деньги с неба упали, и вы все так расслабились, да, деньгами наслаждаетесь. Нет, это вот как увеличение дохода, постепенное, поэтапное, но на постоянной основе. То есть не сейчас, но в ближайшем обозримом будущем, то есть где-то 3 месяца, да, с деньгами будет попроще, с деньгами будет полегче. Так что, мои хорошие, не переживайте. И также вот смотрите, ребят, кто бизнес свой ведет, и у вас какое-то ухудшение в бизнесе, ну вот 3 периода мне идет. Через 3 периода у вас идет рост. Вы выходите с этого спада, и у вас начинается рост. Перетерпите это время, это будет, наверное, непростое время в вашей жизни. Ну и опять же, это не только у вас, скорее всего, происходит. Просто нужно как-то перетерпеть, да. Это не наказание, это не чья-то злая воля. Это просто повсеместно вот так сложились обстоятельства, что с деньгами проблемы. Ну, допустим, у ваших клиентов, у ваших заказчиков, да, нет свободных денег. И понятно, что не так-то часто люди либо покупают ваши товары, либо обретают ваши услуги. Поэтому надо перетерпеть. Но у кого-то и не 3 месяца, у кого-то, может, и 3 недели, да, вот 3 периода. Но мне почему-то на месяцы похоже. То есть ближайшие 3 недели, 3 месяца с перебоями, а дальше уже эти почки раскроются, да, будут новые листья, а листья — это у нас деньги. И также по дереву, если какие-то, допустим, проблемы со здоровьем, то в 3 периода времени они полностью решатся. Потому что дерево оживает, на нем новые листья. Да? Старые листья дерева сбросило, и теперь новые растут, и дерево оживает. Так что, возможно, процесс лечения, либо процесс лечения и восстановления займет 3 недели, либо 3 месяца. А потом уже все будет хорошо. Так, и еще, мои хорошие, большая конфета. Но эта конфета, она невкусная. Она невкусная. Либо кому-то идет предупреждение: сбавьте обороты, меньше кушайте, наверное, сладкое, какие-то конфеты, иначе будут проблемы. Ну а если мы в целом рассмотрим, да, в эзотерическом смысле, то что-то, что кажется максимально привлекательным и сладким, вот предложение, какая-то замануха, может горечью обернуться. Поэтому все просчитывайте наперед, будьте внимательны к тому, кто вам предлагает и что вам предлагают. И на вот эти яркие обертки, пожалуйста, не кидайтесь, потому что под яркой оберткой может быть что-то очень невкусное, очень неполезное, очень неприятное. Дальше. Вот здесь показывают странный. Там дверь, и дверь как будто бы камнями завалила, да? Мало того, что дверь закрыта, так еще камнями завалила. А вы туда очень хотите попасть. Но сейчас не время, сейчас дороги нет, сейчас дорога закрыта. То есть, возможно, так сложатся обстоятельства, что вы куда-то не сможете попасть, либо кому-то попасть, либо куда-то поехать. Это не против вас, это просто такие обстоятельства, и вам сейчас туда лучше не ехать, потому что что-то может случиться неприятное, либо вы просто так там потеряете деньги, дорога будет максимально тяжелой, обременительной. Может, еще что похуже произойдет. То есть высшие силы не только закрыли дверь, но еще и камнями ее засыпали, так, чтобы даже вот сорвиголова не смог прорваться. Да, бывают люди, которые не могут сдерживать свои желания, и вот воистину говорят, что когда чего-то хочется, это хуже, чем болит. Да? Но вот высшие силы вам еще и камни насыпали. Не против вас, это для вас, да? Потому что вам туда идти либо ехать не надо, может, с кем-то встречаться не надо, да? Какой-то вопрос сейчас решать не надо. Вопрос, который решается за какой-то большой дверью, да? Прям все закрыли, пока не надо. Дальше. Здесь вот мужчину показывают. Мужчина, который за какую-то работу возьмется. Опять же, работа может быть как и работа, так и работа над отношениями. Может, даже домашняя какая-то работа. Возьмется. У него какой-то период идет адаптации, да, когда не все будет получаться, либо будут такие моменты срывов, когда он такой: ой, это не мое, что-то мне это не нравится, что-то там не так у меня пошло, не этого я хотел. Ну, немножко, знаете, как нервничать будет, либо немножко психовать, истерики закатывать. Но просто перетерпите. Ну, если вы рядом с этим мужчиной, да,
поддерживайте и мотивируйте, у него все получится. Он привыкнет и потом вольется, уже за уши не оттянешь. Если вы мужчина и вам предстоит какая-то новая работа, либо новые обязанности, ну да, пока вот переходной этот период будет нелегко, но вы умничка, вы молодец, вы совсем справитесь, и потом прям органично вольетесь, вам все будет нравиться. Так что нужно перетерпеть. Также, мои хорошие, у кого-то вот отношения такие вот, знаете, как застряли вы в одной точке, и никак эти отношения не могут сдвинуться, да, ни вправо, ни влево, ни назад, ни вперед. Просто вот застряли. И вам, возможно, кажется, что кто-то испортил ваши отношения, ну, сглазили, например, либо там обзавидовались, либо еще что-то сделали. На самом деле ничего такого я не вижу, ну, за исключением, что да, может быть зависть, потому что вы вместе очень хорошо смотритесь, вы прям со стороны как идеальная пара, ну, может, вы и есть идеальная пара, да, то ли вы похожи друг на друга, то ли вы, ну, действительно, как голубки выглядите. Завидуют незамужние женщины, либо разведенные женщины, и женщины, которые старшего возраста. То есть не ровесники, не младше, а именно те, кто старше. Ну, вы классно выглядите вместе, и понятно, что всем глаза не закроешь, да, люди все равно это видят. Тут бы хорошо было бы вам какой-то оберег на отношения, либо защиту поставить на отношения, но опять же опционально. Можно и молитвы читать за то, чтобы все было хорошо. И вот этот ваш кризис, да, кризис отношений, который возник, что отношения застопорились, он... тут мужчина должен что-то решить, да, вот мужчина решится, и кризис уйдет. Я так понимаю, что женщина все, что могла, сделала, а теперь как последнее слово за мужчиной, да, либо мужчина должен вот конкретно что-то предложить. У мужчины проблема в голове, это по поводу денег, да, может, он бы и рад вам предложить там и съехаться, и замуж позвать, и еще что-то сделать, но нет финансовой стабильности, да, вот все как-то нестабильно, и он такой, блин, ну я же не потяну, а если то, а если все, она во мне разочаруется, и там ничего хорошего не будет, а так вроде пока встречаемся, вроде как-то, да, отношения идут. Ну, то есть он боится, наверное, да, что он оплошает, и вы в нем разочаруетесь. Потому что, опять же, кризис этот экономический, его решение. И решение это он примет. Это решение, оно уже созрело в нем. Но он боится, что он финансово отношения не вытянет. Понимаете, вот в этом вся загвоздка. Как только у него там с деньгами более-менее решится, то и с отношениями вашими тоже решится, пойдет как рост отношений, да, более серьезные, на более серьезный уровень выходят отношения. Ну, видите, ответственный получается, да. На ваше он точно жить не захочет, даже если вы сами будете предлагать, ну, он просто перестанет себя уважать, да, если он будет жить на деньги женщины. Неважно, вы девушка, либо вы там будущая жена, либо, ну, как уже жена. Нет, не захочет, не сможет. Вот мораль, этика не позволит. Дальше, мои хорошие, показано, что вы, вот как круги, да, круги испытаний, я так понимаю, эти круги, они мельчают, они все меньше и меньше становятся. Пока они еще не ушли до конца, но все меньше и меньше. То есть можно сказать, что вот самый сложный период своей жизни вы уже прожили. Вы еще из него пока не вышли, вы выходите, а вот эти испытания, неприятности, они все мельче и мельче становятся. Я не знаю, понравится вам эта информация либо нет, но как по мне, ну, это неплохо, да. То есть кризис, испытания, проблемы, темный период, он закончился. Вот, и вы выходите, круги все меньше и меньше, и в какой-то момент вы просто перестанете их и видеть, и ощущать, да, то есть как нормальный ритм жизни у вас будет. Дальше, мои хорошие, вот чьи-то родственников показывают и говорят, что они хитрят, что они что-то такое задумали, хитрое. Вообще они считают, что они самые умные люди в мире и считают, что они во всем правы. Что-то вам будут предлагать, какую-то схему, систему, какое-то вот предложение, да, вот давай. Не соглашайтесь, потому что в этом предложении выгода только у них. Даже не так.
у них прям выгода, да, и все им в руки идет, а у вас может быть головная боль и проблемы из-за этого предложения. Ну, понятно, что они родственники, и, возможно, у вас были какие-то моменты удачного взаимодействия, но в этот раз не будет. В этот раз вы себе на голову кучу проблем возьмете, а они все сливки снимут, да, они выгоду получат. И еще, мои хорошие, вот показывают какую-то женщину, опять же, тоже со стороны родственников. Эта женщина, она, я так скажу, она чем-то нездорова, да, она болеет, но она свою болезнь скрывает, потому что не хочет омрачать людей, либо не хочет быть обузой. Пока можно, пока время хорошее, да, не все так сильно запущено, и можно, и нужно лечиться. А эта женщина стоически на ногах переносит болезнь, рассказывает, что у нее все хорошо, замечательно, нигде ничего не болит. Просто, знаете, вот, наверное, обезболивающее пьет. Вы, если что-то такое понимаете, замечаете, не лишним будет просто поговорить, нормально поговорить и объяснить, что лучше лечиться сейчас, чем потом уже пытаться что-то наверстать, либо это будет очень дорого, либо это будет очень проблематично, либо вообще в хроническое состояние заболевания войдет, да, вот прям поговорите. Почему-то мне кажется, что это чья-то то ли мама, то ли бабушка, не дай бог, да, просто не хочет быть обузой, не хочет мешать, либо видит, что и вам так нелегко по жизни. И она такая: о, еще я со своими болезнями, да. Ну вот такой самоотверженный человек, который не думает о себе, но думает о других. Но опять же, она не понимает, что в будущем будут последствия, да, последствия гораздо будут тяжелее и проблематичнее. Дальше, мои хорошие, показывают момент, когда вы столкнетесь с какой-то правдой, правда откроется, да, либо секрет какой-то откроется, тайна какая-то откроется, и вам нельзя правду игнорировать, и также вам нельзя кого-то винить, да. Вы можете кого-то обвинить очно либо заочно, неважно. Важно, что никто ни в чем не виноват, да, либо это уже давно случилось, может быть, человек действительно совершил ошибку, и человек уже 1000 раз раскаялся. То есть, когда вы правду узнаете, никого не вините и не портите ни с кем отношения. А лучше подойдите и поговорите, пусть вам человек объяснит свою позицию. Да? Скорее всего, там есть какое-то пояснение, которое скрыто. И также показано, что вы очень правы в отношении человека, который вам не нравится. Вот не нравится вам человек, может, за что-то не нравится, может быть, это чисто ваше ощущение. Показывает, что вы абсолютно правы. С этим человеком что-то не то, что-то не так. И этот человек как будто бы капуста, да? Очень много слоев, и под каждым слоем что-то скрыто. Ну, либо как матрешка, да? Скрывает, очень много скрывает человек. А вы, скорее всего, интуитивно это все понимаете, чувствуете, но у вас, допустим, нет доказательств, да, нечего предъявить. А у кого-то отыграется, что вы уже что-то видели, о чем-то знаете, человек вам не нравится, и как бы этот человек не старался вам понравиться, все равно результат тот же. Да? То есть вы правы. Человек не тот, за кого себя выдает, и человек как матрешка. Да? Очень много в нем скрыто. То, что вы знаете, вы не должны хранить в себе, вы должны поделиться со своими близкими. Ну, по крайней мере, предупредить, да? Сказать, что вот мне не нравится этот человек, я что-то чувствую, и что-то, не очень хорошее, да? Предупредите. Это важно. Дальше, мои хорошие, показывают человека, который может что-то решить, либо все изменить. Вот как-то так, да? Человек, с которым нужно переговорить, и человека нужно либо попросить, либо убедить. Может и попросить, и убедить, да? Человек может повлиять на ту ситуацию, которая вам не покоряется. Но этот человек не заинтересован, либо у человека какие-то свои там задачи, дела. И не лишним будет вам все-таки поискать его и, конечно же, поговорить и уговорить. Это в ваших интересах. Нет, вы и сами, конечно, можете решить, но на это уйдет очень много времени и очень много сил, да, ресурсов много может уйти. А для человека ничего не стоит это сделать. Знаете, буквально там пальцами щелкнул, да, и все сделал. Либо там слово одно сказал, и все случилось. Возможно, речь идет о каких-то связях, контактах. Даже если у вас нет, то, скорее всего, у кого-то есть. И
Поищите, да, поищите, не ленитесь, не стесняйтесь этого. Найдите того, кто может легко решить. Человек, ну, это сделает, да, вы можете быть убедительны, либо, ну, вы такой человек располагающий, да, человек выслушает вас, скажет, ну, окей, я сделаю, тем более мне это ничего не стоит. Да, ищите связи, ищите контакты, поднимайте контакты, и будет вам хорошо. Дальше показывают большую четверку, из двойки в четверку переход. Ну да, это про влюбленность. Скорее всего, вы влюблены, и это взаимно. Да, возможно, вы уже начали общаться, встречаться, либо у вас все к этому идет. И тут четко, да, если вы сомневаетесь, ваш ли этот человек, не ваш, будет, не будет, четко показано. Видите, двойка переходит в четверку с левой стороны. То есть, может быть, у вас отношения, вы не придаете им серьезности и думаете, ну, типа, общаемся, развлекаемся, но все закончится вот прям семьей, парой, семьей, да, семейной жизнью. И имейте это в виду, да, вы уже встретили своего суженого, либо встретили суженую, либо человек, который вам очень нравится, с кем у вас вот только-только, да, вспыхнули чувства, станет вашим супругом либо супругой. Вот к этому все идет. Кстати, двойка маленькая, четверка большая. Маленькая двойка говорит о том, что конфетно-букетный период может быть коротким, зато семейная жизнь будет полноценной и долгой, и счастливой. Ну, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, да, дай Боже. Дальше, за деньги нужно будет побороться. За деньги. Может быть, эти деньги вам должны выплатить, да, либо отдать, вернуть. Но человек не захочет, либо начнет там придумывать отговорки, и придется бороться. Может быть, вам должны выплатить какую-то компенсацию, да, ее не платят, и вам придется там чуть ли не в суд идти, чтобы свои деньги получить. И также, мои хорошие, вот за заработки, да, доходы, работа, за деньги придется побороться. То есть небо не упадет, в карманчик не ляжет, в кошелечек не заползет. Да? Нужно будет бороться, и нужно будет не щадить себя и максимально выкладываться в этой борьбе. Но чем больше вы выкладываетесь, тем быстрее придет отдача, тем быстрее вы получите деньги. Не бояться, не стесняться, действовать максимально решительно и дерзко. Просто покажите, что вам нечего терять, и вы за ценой не постоите. Да. Обычно такой напор, он очень многое решает. Да. Особенно если это какие-то структуры, либо это какие-то должники, ну, либо, да, свой бизнес, там, либо работа, что у вас конкуренция на работе. Да. Конкуренция, вы такая, все, буду работать там, не по 8 часов, а по 10 в сутки. Либо там все клиенты мои, да, мне нужны деньги. Да, ваш напор, он решает все. А у вас как раз-таки этого напора сейчас нет. Вы, скорее всего, очень скромный человек, такой тихий, спокойный. Вам нужно начинать включать напор и быть более знаковой, значимой и видной персоной. Ну, покажите, что вы не будете сидеть сложа руки, и за свое вы будете драться и сражаться. Да. Дальше, мои хорошие, вот здесь про какую-то проблему показывают. Ну, проблема такая, вот как краеугольный камень, да. Не подойдешь, не подойдешь. Очень сложная ситуация, ситуация, из которой практически нет выхода. Проблема решится только лишь по прошествии определенного времени. То есть сейчас об этот камень нет смысла биться, да? Вы только лишь разобьете себе руки, ноги, голову, не дай бог, и ничего не сделаете. Будете поднимать, надорветесь, да? Пупок развяжется. Оно вам надо? Нет, оно вам не надо. Поэтому с этой проблемой лучше подождать. И я вижу, что когда время придет, вот какое-то время должно прийти, проблема начнет решаться, либо возможности появятся проблему эту решить. Вы все разные, не могу сказать, когда время придет. Но тут вообще на пятерку похоже, да? Может быть, через 5 месяцев, либо в течение 5 месяцев, либо в 5-м месяце. Ну вот римская цифра 5. Опять же, это же и Викторе победа, да? То есть все решится, все случится, либо будет ваша победа обязательно только когда ваше время придет. Дальше, мои хорошие, показывают шторы. Закрывай шторы, закрой шторы.
ну, шторы, жалюзи, смотря что вы там дома пользуете. Я так понимаю, что либо закрывайте окна в темное время суток, чтобы никто не заглядывал, да, потому что, скорее всего, кто-то интересуется, заглядывает. Либо у кого-то еще может отыграться: личную информацию держи при себе, да, ничего про себя не рассказывай, закройся и ничего не говори. Потому что личная информация, либо что-то вот лично важное для вас может попасть не в те уши, не в те глаза может попасть. А потом могут быть из-за этого проблемы. Если вам с кем-то очень хочется поделиться сокровенным, сделайте над собой усилия, ни в коем случае ничего не говорите, про себя ничего не рассказывайте. Иначе это чем-то нехорошим может обернуться против вас. Ну и да, закрывайте окна, то мало ли там всяких дураков, извращенцев и прочей нечисти, да. Даже если вы живете на каком-то высоком этаже, сейчас у многих есть и оптика, да, и есть эти дроны всякие разные. Ну, не хочу вас пугать, но тем не менее вас предупредили, да, закрывай окна, шторы, жалюзи, что у вас там есть. Ну и про личную жизнь тоже не болтай, никому ничего не рассказывай. Дальше, мои хорошие, с левой стороны показывают людей, которым вы очень понравились. Это не один человек, их несколько. Такая, знаете, как группа людей, там человек 5, а то и 7. Вот вы им понравились, они вас высоко оценивают, они о вас говорят между собой. И отзывы о вас очень такие теплые, светлые и позитивные. Люди выглядят максимально вот как-то просто, обычные типа люди. На самом деле они необычные. И у этих людей, либо за этими людьми кто-то стоит. Кто-то очень могучий, сильный и, знаете, такой вот власть в руках. Мне еще идет власть. И вам еще такой совет с теми людьми, вот, как старшие люди, наверное, тут, старше вас по возрасту, общаться часто и общаться учтиво. Может быть, что-то вам и не понравится, да, но делайте отсылку, либо скидку на возраст. Но вот мне идет, что контакты с этими людьми, пусть не сейчас, но в будущем, обернутся для вас и для вашей семьи, для ваших близких людей, какими-то благами, понимаете, благами. Там такой потенциал, там такие неограниченные возможности показаны. Но главное, чтобы вот эти люди вас хорошо воспринимали. Они уже восприняли, уже хорошие отзывы, да, дают друг другу по поводу вас. Делятся, да, что вот симпатичная женщина, либо хороший мужчина, что не только про вас, но и про всю вашу семью. То есть вы понравились, где-то вот вы были, познакомились, либо где-то участвовали, да. А дальше в будущем, при условии, что вы будете поддерживать связь с этими людьми, либо какое-то общение, в будущем какие-то прям блага от них пойдут в вашу сторону. Да? Эти люди раскроют вам свои объятия и пойдут блага. Потому что за спинами этих людей кто-то могучий стоит. Да? Вот власть в руках, неограниченная власть. Может, даже какой-то суперчиновник, я не знаю, как правильно сказать. Да? Либо кто-то, кто станет таким чиновником. Важно поддерживать общение. Это не значит, что каждый день вы должны идти там с этими людьми время проводить. Нет, хотя бы время от времени, да. И если что-то, например, не нравится, да, либо вы там с чем-то не согласны, просто молчите. Улыбайтесь и молчите. Все. Просто люди, которые постарше, они уже немножко там по-другому оценивают, да, у них уже там свои какие-то приколы есть. Просто принимайте это к сведению и улыбайтесь. Соглашайтесь, улыбайтесь, делайте по-своему. Главное не потерять вот это хорошее впечатление о себе. Почему-то даже показано не столько для вас, сколько в большей степени, наверное, для ваших детей, внуки, дети. Вот как-то так мне идет. Потом поймете, да, сейчас вам не нужно об этом думать, просто просят, чтобы вы поддерживали хорошие отношения и хотя бы время от времени встречались. Дальше показаны ступени, по которым вам придется пройти. Ступени очень крутые и плюс скользкие. Да? Не только нужно вскарабкаться на ступень, но еще и удержаться на этой ступени, там, не подскользнуться, не упасть. И вам от этого пути никуда не деться. Да? Вам нужно пройти эти ступени, нет другой дороги, только такая дорога есть.
Вам говорят, что вы не боялись, потому что рядом с вами ваш ангел-хранитель. А ангел-хранитель у вас большой и сильный. То есть в случае какой-то прям, ну, скажем так, не очень хорошей ситуации, ангел-хранитель вас подхватит. Упасть он вам не даст. Не даст. То есть черпайте силу в вере, да, в вашей вере. У каждого есть ангел-хранитель, и если мы делаем много хороших поступков, а наш ангел растет. Если мы делаем много плохих поступков, ну, ангел уменьшается, да, теряет силу. Ваш ангел очень большой. Это говорит о том, что вы очень хороший человек, и что вы очень много хорошего делаете. Поэтому вы можете полностью довериться своему ангелу. И также знайте, что эти ступени вы точно пройдете. Может быть, это карьерные ступени, может, это ступени в бизнесе, может быть, это ступени, в принципе, в жизни, да, в какой-то ситуации. Но вы пройдете. Пройдете, когда будет страшно, когда ноги будут скользить, когда силы будут на пределе. Черпайте силу в молитве. Молиться можно и как вот прочитать молитву написанную, также можно и своими словами, да, обратиться к Всевышнему и попросить сил, попросить здоровья, попросить светлого и гладкого пути, и все придет. Да? Ангел не даст вам упасть. Это вы должны знать про себя. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.